Привет, закаленные январскими морозами земляки! Сильные холода потихоньку покидают территорию Республики Коми. И это, несомненно, радует. Ведь, согласитесь, минус 30 особо не погуляешь. А ведь так хочется как можно чаще наслаждаться этой зимней сказкой за окном. Кататься на лыжах, ватрушках и даже коньках. Бродить по лесу, заполнять смартфоны фотографиями с фантастическими красивыми пейзажами. В общем, будем надеяться, что стражи зимнего времени и морозы отступили надолго. Желательно до следующего года. В эфире студия 11, и мы начинаем теплый, словно ваши улыбки, очередной выпуск нашей программы. И вот его главные темы. Последняя ложка оливье и все, в режим. Как перейти на обычный рацион после праздничных застолий? И вот она, нарядная, на празднике была. А что же дальше? Где и как перерабатывают новогодние елочки? Дом конической формы. Расскажем, как устроен чум оленевода. Конец 19 века. Француз по имени Люсьен, работая в одном московском ресторане при гостинице «Эрмитаж», смешивает в одной миске рябчиков, телячий язык, каперсы и раковые шейки. И получает рецепт салата, который позже станет королем новогоднего застолья. Да, друзья, речь идет об оливье. Правда, со временем традиционный рецепт салата изменился. На смену заморским овощам и редкой птице пришли колбаса, вареные яйца и майонез. Все прошедшие праздники мы наслаждались вкусом любимого оливье, то и дело ловя себя на мысли: ну вот, последняя ложечка и точно все. Так, друзья, время все-таки пришло. Заканчиваем со вкусным изобилием и начинаем входить в режим здорового питания. Для плавного восстановления диетологи советуют перед завтраком выпивать стакан теплой воды, а уже затем есть кашу, гречку, овсянку или пшенку. В качестве перекусов полезными будут овощи или кисломолочные продукты. А вот на обед можно съесть овощной суп или суп на курином бульоне. На ужин лучше употреблять не жареные, а вареные, тушеные или даже приготовленные на пару блюда. Пару дней на такой диете и вы точно разгрузите свой организм. Будьте здоровы! А знаете ли вы, что новогодняя елка может не только заряжать волшебным настроением, но и приносить реальную пользу людям и даже животным? Сразу после праздников лесную красавицу не стоит относить на свалку. Лучше отправить ее на переработку. Пункты приема сегодня работают почти в каждом городе нашей страны. Алена Туркина в подробностях узнала, что полезного делают из зеленых лап после праздников. Новый год уже закончился, тем не менее у многих дома, а в нашем случае на работе, еще стоят елки или веточки красивенько в вазах. Они уже начинают осыпаться, и что с ними делать, не на мусорку уже выкидывать? Ответ на этот вопрос нам расскажет в Республиканском центре экологического образования Константин. Здравствуйте! Это вот вам, знаем то, что вы сейчас собираете елки. В прошлом году акция эта тоже была, когда жители могли принести свои елки на переработку, так скажем, да, мягко говоря. Как она себя показала в прошлом году? В прошлом году жители у нас проявили активность. Эта акция проводилась впервые в том году. Было достаточно много елок. Часть ушло на корм животным. Это создается им дополнительная витаминная добавка, грубо говоря. А часть ушло на переработку, на подстилку. У нас есть щепорез специальный, который обрабатывает это все и перерабатывает щепу и идет к животным. На корм. Я на самом деле очень удивлена, что животные едят эти колючки. Какие животные? У нас ламы, северные олени, и также есть у нас лошади. С аппетитом ли они едят? Когда оно свеженькое, если не совсем засохло, то да. Я знаю, что елки нужно приносить в определенном таком состоянии. У некоторых, знаете, украшают мишурой, гирляндами. Нужно ли вот это вот снимать? Это все обязательно надо убрать, мишуру, веревочку, чтобы она не попала животным никуда. Вот в этом году больше или меньше елок принесли горожане, гости столицы? В этом году активность гораздо меньше, но это связано, я думаю, во-первых, с морозами, что еще холодно. Во-вторых, думаю, что у нас еще Старый Новый год не настал, а елки у нас держат, если не до Старого Нового года. И акция у нас продлится до 21 числа, и надеюсь, что мы восполним все, что нам необходимо. Вот и пришла лама, так скажем, позавтракать или поужинать. Давайте мы позовем нашего оператора, чтобы он подъехал камерой и посмотрел, как аппетитно кушает лама елочки.
Друзья, это было очевидное видео подтверждение того, что старая елка – это не мусор, для кого-то это самый настоящий лесной деликатес. Константин, спасибо вам большое. До 21 января можно сдать елки, как я понимаю, у вас в Республиканском центре экологического образования и еще в экоцентре Дырнас. Дырнас, да. Это в местечке Дырнас находится. В любое ли время можно приносить елки? Нам можно в рабочее время, так говоря, с 8 утра до 8 вечера на территорию зоопарка. Спасибо вам за информацию. Всего доброго. Друзья, не выкидывайте елки, лучше покормите ими зверюшек. Пожалуй, одно из самых необычных жилищ современного человека – это чум. Постройки из еловых жердей высотой до 7 метров и покрытые оленями шкурами используются оленеводами. А мы знаем, что оленеводы – народ кочевой. И такой образ жизни обязывает обзаводиться мобильными домами, чтобы их можно было быстро собрать и также быстро разобрать уже на новой локации. Как устроен чум внутри и снаружи, узнала моя коллега Евгения Кладкевич. Если вдруг вам посчастливилось оказаться на стоянке оленеводов, обязательно напроситесь к ним в гости. Экскурсия по традиционному жилищу кочевого народа чуму точно вас впечатлит. Рукотворный дом конической формы из деревянных жердей и шкур северных оленей теплый, комфортный, а главное мобильный. Собрать его, говорит Ксения Канева, потомственный оленевод, можно всего за пару часов. Как мы заходим, у нас слева и справа, так скажем, прихожие. Сняли верхнюю одежду, обувь. Здесь вот помыли ручки. А, это рукомойник. Да, это медный рукомойник. Помыли ручки и прошли дальше. Дальше это зоны отдыха с обеих сторон чума. Вот здесь вот висят такие пологи, они у нас называются балаганы. На ночь они спускаются, расстилается постель и получаются отдельные спальни, то есть отдельные комнатки. Дальше зона кухни, столы, стулья, посуда, продукты, все хранятся здесь. В чуме оленевода всегда максимальный порядок. Кухонная утварь хранится в специальных ящиках, которые скрыты от глаз жильцов и гостей. В центре чума большая чугунная печь. Функций у нее немало. Она и обогревает, и для приготовления пищи используется, и для сушки одежды применяется. Традиционное облачение оленевода – малица, сшитый из оленьих шкур и сухожилий. Такой наряд спасает даже в самые колючие морозы. Это вот прямо из шкуры оленя. Тобаки из камуса оленя. Самая теплая в мире обувь. Ксения Канева родилась в семье оленеводов. Все детство вместе с родителями она кочевала по тундре, помогая ухаживать за оленьим стадом. Не так давно девушка решила перебраться в столицу Коми, но уехать без своих верных и любимых друзей не смогла, взяла оленей с собой. В местечке, где животные содержатся, вместе с мужем Ксения возвела и традиционный чум, полностью идентичный тем, что располагаются в тундре. Внутри чума и личные, аутентичные вещи. Вот, например, люлька, в которой Ксения спала, а вот малица, в которой бегала по просторам тундры. Мы хотим людей познакомить с нашей культурой, потому что оленеводство вообще для Республики Коми, оно очень многое значит. Этого не надо стесняться, не надо забывать об этом. Мы хотим познакомить людей с бытом обычного оленевода. Мы ездили в этом году на праздник Лут в Вижму, и было очень смешно, что в Вижме многие люди не видели живых оленей. Мы вот из Сыктывкара привезли в Вижму оленей, чтобы их показать. А что ж говорить про сыктывкарцев? Оленеводство – не только исконное и значимое дело для развития нашего региона. Оно еще и очень интересное по своей сути. Поэтому прикоснуться к кочевой жизни – это отличная возможность не просто обогатить свое воображение, но еще и глубже познать самобытность родного края.
Половина программы позади. Впереди нас ждет еще немало интересного. Так что, друзья, не переключайтесь, скоро увидимся. На экранах яркая и позитивная студия 11. Мы готовы и дальше разжигать ваше пламя хорошего настроения. Ну что, начинаем вторую часть программы? Поехали! Рождество Христово. Чем запомнилась ночь 7 января для жителей Усть-Куломского района? Китайский Новый год. Отметим восточный праздник в стенах Национальной библиотеки Республики Коми. TRX. Тренировки, которые точно заставят вас попотеть. Это светлое торжество называют матерью всех праздников. Ежегодно в храмах по всей стране он собирает тысячу верующих людей. Рождество Христово. Великий день для всех христиан установлен в честь дня рождения Иисуса Христа. Празднуется Рождество 7 января. Именно в этот день заканчивается большой рождественский пост и начинаются святки. Одна из главных традиций праздника – всеночная служба. Давайте вместе погрузимся в атмосферу рождественской ночи в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре и посмотрим, как же отметили праздник верующие жители Усть-Куломского района и не только. Рождество – великий и долгожданный праздник для всех христиан. Этот светлый день, одухотворенный любовью к Богу, многие прихожане встречают в храме. Читая молитву, люди благодарят Всевышнего, просят о прощении грехов, а заодно вспоминают историю, благодаря которой однажды изменился весь мир. 2000 лет назад Пресвятая Богородица явила на свет малыша, Сына Божьего. Произошло это в Вифлееме, в небольшой пещерке в вертепе, куда в ненастную погоду пастухи загоняли свой скот. Одними из первых поклониться младенцу пришли волхвы. Именно они, увидев на небе непривычно яркую звезду, поняли – свершилось великое пророчество, родился Спаситель мира. Тот, кто исправит грехопадение Адама, примирит человечество с Богом и очистит мир от греха. О чудесах, совершенных Иисусом во благо людей, рассказывает Новый Завет. Рождество же – отличный повод об этих чудесах еще раз вспомнить. Это же счастье наше. Это появилось, знаете, как с рождением Христа появилась у каждого надежда, появилась на спасение души. Это же самое главное наше, это наша душа бессмертная, самое ценное, что у нас есть. А здесь самое нужное для этого атмосфера, монастырь. Вот поэтому мы сюда и едем. Стараемся как можно чаще, как выходные длительные, сюда. Все батюшки уже родные нам. Места эти очень красивые, завораживающие. В общем, Господь — это наше все. Это наша, это, по крайней мере, моя цель. У меня есть уже какая-то цель. Это духовной чистоты, душевной достичь. Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, старинный храм XIX века, в эту морозную рождественскую ночь собрал в своем зале верующих не только родного Усть-Куломского района. На службу приехали паломники из разных уголков России. Вместе с прихожанами из Коми к Богу обращаются верующие из Москвы, Котласа, Кирова и Вологды. Каждый успевает поставить свечу, всем радостно и тепло. Едиными устами, единым сердцем люди славят родившегося Богомладенца. Праздник Рождества Христова. Радостно мы его встретили. До этого, перед самим праздником, у нас приехало множество паломников. Казалось бы, мороз. Я даже думал, что, может быть, как-то мало людей будет в храме, потому что мороз, даже техника не выдерживает, не заводится техника в такие морозы. Но, тем не менее, на Рождество съехалось много народа, был полный храм, чувствовалась эта соборная, совместная молитва. Люди были внимательны на молитве. Величай
Для многих паломников Рождество в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре уже стало доброй традицией. Царящие внутри храма умиротворение и благодать перемежаются с красивейшими пейзажами вокруг него. От этого радуются и тело, и душа. Здесь, понимаете, как в раю, я не могу описать. Это душевное состояние. Это рай, тут кусочек рая. В городе такого не найдешь. В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре к празднику готовились все 40 дней рождественского поста. Службы проходят как в самом монастыре, так и в окрестных селах. Праздник Рождества Христова, пожалуй, самый радостный для христиан. Это отличная возможность еще раз поверить в чудо. Однажды дивная история произошла и в жизни Светланы. После венчания женщина стала мамой во второй раз. Всем нам нужно помнить и быть ближе, немножко стараться к Богу быть ближе, потому что мы забываем в суете вот в этой, мы как-то забываем, что... в общем-то, я тоже долгое время, я была неверующим человеком, и долгое-долгое время я не верила в Бога. И пришла я, наверное, к Богу где-то в 32-33. И понимаю, что с Богом легче жить все-таки. Семья у нас однозначно стала крепче. Мы обвенчались. И у нас еще даже родились, мы не ожидали, у нас было 2 детей. Еще родилась двойня у нас, 2 девочки. После венчания уже. Праздновать значит петь, поэтому на службах так много поют. Рождество Христово – это чудо, которое стало реальным. Это возможность для всех нас вернуться в детство и вспомнить о простых человеческих радостях. И лучше всего ощутить это получается в храме, там, где чудо происходит каждый день. В большинстве стран Новый год прошел, а у кого-то он только впереди. Китай готовится к встрече своего главного праздника. Восточный Новый год принято называть еще и праздником весны. Отмечают его с размахом целых 15 дней. Красиво, ярко и радостно китайцы проводят эти недели в кругу близких людей. У тех жителей Коми, что интересуются традициями других народов и любят праздники, тоже будет шанс отметить китайский Новый год. Сделать это можно будет в стенах Национальной библиотеки Республики Коми. В нашей студии сегодня ее представитель Ольга Демиденко. Ольга, добрый день. Добрый день, Андрей. Я вас поздравляю с Новым годом, с наступившим, с Рождеством. От чего такой интерес к восточной культуре? Мы сами в недоумении, потому что нам приходится срочно приобретать литературу на корейском языке, на японском, много на китайском и даже для детей. У нас есть уже и игры с иероглифами, и всевозможные фонарики китайские. Я думаю, что, может быть, одна из причин – это потому, что все-таки один из городов Китая – это побратим Сыктывкара, Тайюань. И конечно, всем хочется побывать и посмотреть на эту разнообразную, удивительную страну. А чем отличается китайский Новый год от русского Нового года? Вот основные такие. У нас нет драконов, у нас не так много красного цвета, мы не дарим деньги в конвертах. Это, пожалуй, 3 различия. А вообще, если вспомнить древние славянские традиции, у нас тоже Новый год был с 1 марта, когда начинались полевые работы, приходила весна, и вот в самое время начать новую жизнь. То есть в этом есть схожесть, да? Это может быть не сходство, но это такая древняя человеческая традиция просыпаться вместе с солнцем. Вот вы про дракон сказали, я сразу же думаю о будущем. Следующий год – год дракона. Да? Да. Я не совсем слежу именно за китайским зодиаком, но, тем не менее, мне очень нравится следить за Луной. Не все сейчас смотрят на Солнце, на Луну, а они, тем не менее, тоже определяют наши ритмы. Недаром слово «месяц» в русском языке «месяц» – это тоже небесное светило. Все не просто так. Ольга, а что приготовили для гостей сотрудники библиотеки? Прежде всего, мы приготовим фотозону. Почему-то очень нравится нашим гостям фотографироваться в необычных интерьерах, и это всегда празднично. В этот раз у нас даже будут настоящие китайские одежды и для мужчин, и для женщин, и для детей. Круто. Это, во-первых. Конечно, урок каллиграфии. Каллиграфия – это просто драгоценность китайской культуры, и здесь я всем советую научиться рисовать иероглиф «Мечта», потому что он похож на 2 снежинки и саночки, идущие вверх. А потом обязательно вы познакомитесь с нашими гостями из Китая. Это Джэньбинь, что в переводе с китайского означает «джентльмен». И наш русский преподаватель, она называет себя Дали.
Я знаю, что китайский Новый год обычно завершается фонариками. Вот какое у вас будет завершение? Или это секрет, тайна? Завершение. Я думаю, завершением будет то, что мы просто не сможем выгнать наших читателей из библиотеки. Они будут обмениваться впечатлениями, фотографироваться и потом долго рассказывать друг другу о своем первом пробном уроке китайского языка. Давайте еще раз подытожим, когда состоится мероприятие в Национальной библиотеке, я знаю, в воскресенье, да? Да, это будет 22 января, воскресенье. Мы начинаем в 12 часов, так что вы успеете Символично. проснуться, позавтракать, да, и приходите к нам. Будет интересно и детям, и взрослым. Пожалуйста, приходите. Всей семьей, друзья, можно прийти и еще раз встретить Новый год, только уже не русский, а китайский. Приглашаем. С каждым годом в фитнесе появляются новые направления, но зачастую новое – это всегда хорошо забытое и старое. Тоже можно сказать про TRX-тренировки. Иначе говоря, тренировки с собственным весом тела. Эта программа была разработана в 1990-х годах в Америке. Идея принадлежит спецназовцу Рэнди Хэтрику, который тренировался на подвесных приспособлениях. С течением времени он запустил в массовое производство TRX-петли, по конструкции похожие на современные. Эти тренажеры стали применять в армии для тренировки без посещения спортзалов. Сегодня вы тоже можете попробовать эти необычные спортивные занятия. Я свою выносливость уже проверил. Руслан, привет! Привет. Мы сегодня, я так понимаю, будем заниматься TRX, верно? Да, все верно. Скажи, пожалуйста, TRX – это вид спорта или направление в спорте? Это у нас можно считать направлением в спорте. Очередной разновидность у нас в фитнес-индустрии. Всем ли можно заниматься TRX? Да, по возрасту нет ограничений от малого до старшего поколения. Также с всевозможными проблемами для восстановления то же самое можно. То есть никаких ограничений вообще нет. По здоровью вообще нет? Нет, просто если есть какие-то определенные, проблемы по здоровью или какие-то жизненные ситуации, если вот беременность даже возьмем, просто какие-то упражнения можно делать, а что-то нельзя. Можно ли заменить, например, TRX-тренировку, тренировку на петлях, например, тренировкой из зала? Спорный все равно до сих пор этот вопрос. Здесь будет больше на силу и на рельефность, это 100%, да. На какие-то объемы, небольшую можно мышечную приобрести, но это небольшие. Все равно тренажерный зал у нас 100% не заменен петли TRX. Что дает вот эта тренировка? То есть мышцы, да? Ну, 100%. Начнем даже с элементарного. Рельефность мышечного корсета, да. Стабилизаторы, максимальная статика у нас постоянно в работе. Плюс у нас также сила, взрывная сила. То есть это даже не только, как я говорю, для обычных у нас гражданских, но также спортсмены очень любят на TRX заниматься. Особенно люди, которые занимаются единоборствами, также ММА, там всевозможные виды. Также выносливость это однозначная. Ну и понятно, там кардио с этими нагрузками функциональными, то есть без вопросов. Также TRX он может быть не только функциональным, его также используют в пилатесе, в йоге. То есть разнообразие у нас идет по видам тренировок. Вот про время. Сколько идет тренировка? Про выносливость как раз. Про выносливость как раз. Хороший вопрос. Конечно, все мы начинаем с малого, и потом к большему приходим. Рекомендации можно от 20 минут начинать спокойно заниматься, и в идеале до 45, 50 минут максимум дойти. В TRX работают все мышцы, все группы мышц, да? Абсолютно все тело. группы мышц, да, все тело. Но еще вся фишка и преимущество петлей – это то, что в обычных групповых занятиях или тренажерного зала мы задействуем всегда крупные группы мышц, да? А здесь же мы на петлях по максимуму задействуем мелкие группы мышц. То есть поэтому люди иногда ощущают такие приятные ощущения болевые, да, и такие говорят, мы даже не знали, не подозревали, что есть такие мышцы где-то там глубоко, грубо говоря. Соответственно, тем самым улучшается у нас результат. Я считаю, что доступная тренировка для каждого, то есть петли, да, тренер хороший и самое главное мотивация. Спасибо. Я пришел на тренировку, давай скорее. Давай.
Руслан, спасибо за тренировку. Все круто, все Пожалуйста, классно. Андрюха. Друзья, занимайтесь спортом. TRX вещь. Супер вещь. Вот и пролетели полчаса в вашей компании. По традиции незаметно, но безумно приятно. Студия 11 вернется на ваши экраны уже в понедельник. Всем отличных выходных. До скорой встречи. Пока, Республика.